полководцам, государственным деятелям. Здесь в первой витрине можно увидеть родословное древо казахских ханов и султанов, автором которого является Шукан Шенгизович Уалиханов. Далее копийный материал – это скипетр, символ ханской власти, кинжал с ножнами правителя, а также копия ханского перстня печати Абылай-хана, перстень каплевидной формы. Историки утверждают, что по форме перстня можно было понять, к какому сословию относится его владелец. Таким образом, каплевидную форму носили правящая элита, в том числе и Абылай-хан, круглую форму носило священное сословие кожа и овальную форму носили султаны. Следующая витрина посвящена биям или судьям. Здесь показаны фотографии биев трех жузов: Толеби, Казыбек-би, Атике-би и отдельно фотография хана-би. Би среднего жуза, он же был главным советником и правой рукой хана Абылая. В следующей витрине представлена реконструкция доспехов знатного воина-кочевника. Ее изготовил мастер-прикладник города Кокшетау Рустем Яковлев. Чтобы изготовить такую кольчугу, ему понадобилось 18 800 колец диаметром в 1 сантиметр. Также он собственноручно изготовил наплечники, наручи, наколенники и панцирь из 4 частей. В следующем кубе хранится макет мавзолея Ходжа Ахмеда Исауи. Расположенный в городе Туркестан, является усыпальницей многих казахских ханов и султанов, в том числе и хана Абылая. Правильно называть комплекс Хазрет-Султан. В следующей витрине расположена одежда казахской аристократии. Здесь показано шитье золотыми нитями, а также копия с автоматом брик. Подобная дамбра была и Абылай-хан. Особенность ее в том, что в центре она раскручивалась, складывалась пополам и помещалась в дорожную сумку. Этим была очень удобна для путешествий и переездов. Витрины напротив рассказывают о налаживании добрососедских отношений с Россией и Китаем во время правления хана Абылая, а далее его потомках: Кинисары хан или мятежный султан, Садык султан, Уали хан, его младшая жена Айханым. К слову, она была одной из самых образованных казашек своего времени, отлично знала персидский и арабский языки и была основательницей школы, где дети получали не только религиозное, но и светское образование. Уали-хан, он один из единственных потомков хана Абылая, кто был захоронен не в Туркестане, а в собственном мазаре недалеко от города Кокшетау, если ехать в сторону аэропорта. Одним из следующих потомков Абылай-хана был Шенгиз Уалиханов. Он был старшим султаном Кокшетауского округа. И наш музей свято хранит реликвию. Это подлинный, настоящий шапан Шенгиза Уалиханова. Этот шапан подарил ему в 1855 году Александр II в городе Санкт-Петербург. После его потомки уже передали на хранение в наш музей. Еще одним потомком хана Абылая был Шукан Шенгизович Уалиханов. Часто его называют проблеснувшим метеором, потому что он прожил очень короткую жизнь, всего 30 лет, но несмотря на это успел сделать многое. Здесь можно увидеть фотографии Шукана Уалиханова в разные годы жизни. В нашем городе есть ему памятник, есть государственный университет, названный его именем, и одна из главных улиц города носит имя Шукана Уалиханова. Касаемо памятников Абылай-хану, в Казахстане полноценных скульптур всего 3, и самая первая появилась на одноименной площади в городе Кокшетау в 1999 году. Прежде чем установить памятник, из Туркестана была привезена капсула с землей с места захоронения Абылай-хана и помещена в основании этого памятника, поэтому место можно считать сакральным. Далее пройдем в следующий зал, зал этнографии. Среди многочисленных промыслов казахского народа особое место занимало и занимает войлочное искусство. Всегда была натуральная шерсть овец, которую хорошо промывали традиционно в проточной воде, после высушивали, очищали от мусора, как показано на исторических фотографиях. Далее делили шерсть на части. Из более длинной с помощью оршика или веретена делали шерстяные нити, а из остальной шерсти делали войлок. А из войлока уже могли делать и головные уборы, и верхнюю одежду, и прихватки, например. И отдельным видом искусства, не побоюсь этого слова, были войлочные ковры, сырмаки или тускизы. Здесь же можно увидеть узкоконвойный ткацкий станок, за которым работает мастерица, на нем ткали алаша.
галаша могли быть разной ширины. И узкие, их чаще использовали как украшение или как крепеж, и более широкие, которые могли сшивать между собой, и получался яркий и пестрый ковер. Теперь хотелось бы обратить внимание на центральные кубы. Зергеры, ювелиры своего времени, были большой редкостью. Занимались этим только мужчины, и свой дар передавали из поколения в поколение от отца к сыну. Делали традиционные ювелирные украшения только из серебра. Здесь можно увидеть височные украшения, налобные украшения мандайша. Здесь есть две полости из серебра, в которые вставлены когти филина. Считалось, что эта птица энергетически настолько сильна, что даже отдельные ее части, как, например, когти, или, как, например, на такие пучок перьев филина, обязательно убережет от сглаза. Здесь же нагрудные украшения алка и пуговицы, в которые традиционно вставляли либо стекло, либо камень-сердолик. Напротив расположены другие ювелирные украшения, например, коллекция шелпа, накосные украшения. Их надевали на косу, оно, естественно, подчеркивало длину и густоту красивых волос, прическу, но еще оно было очень тяжелым, благодаря чему голову все время немного оттягивало назад, от этого осанка выравнивалась, походка была красивой и плавной. Поскольку украшение шелпа состоит из множества соединений, то при ходьбе оно издавало определенное звучание. Считалось, что по звуку шелпа можно было понять характер девушки. Если она могла идти бесшумно или звук был очень мелодичный и плавный, значит и характер был более женственный и покладистый. Здесь можно увидеть нагрудное украшение, это гигиенический набор, он состоит из зубочистки и ухочистки. Такое украшение носили женщины в основном после рождения ребенка. Также на груди могли носить флаконы, куда засыпали сыпучие духи или перетертую траву, которая навевала ароматы сыроарки. Ну и здесь же представлены коллекции перстней и браслетов. Далее в витринах представлены девичий костюм и атрибуты костюма невесты. Основным, конечно, был головной убор саукеле, высота которого достигала 70 сантиметров. Лоб был оторочен ценным мехом, сам головной убор покрывали полудрагоценными металлами и камнями. Функцию фаты выполнял хлопчатобумажный жилет, и его еще декорировали лентой с растительным орнаментом. Из украшений у невест были серьги в виде колокольчиков, нагрудные украшения, также пояс с инкрустацией и браслеты с 3 перстнями на каждой руке. Серебром могли инкрустировать даже кожаную обувь невесты. Витрины с противоположной стороны рассказывают о жизни и творчестве казахских акынов. Это Акан Сере, Буржан Салук, Или Ибрай, Балон Шулак и Манжусуп. Это все акыны, которых родила земля Акмолинской области. Ну а мы с вами пройдем в следующий зал истории 19 века. Первое, о чем здесь всегда хочется рассказать, это о том, что именно в 19 веке, а если быть точной, в 1824 году был основан и образован мной горячо любимый город Кокшетау. У подножия сопки Букпа на побережье озера Купа в статусе военного укрепления была основана станица. Ну а теперь это город населением 167 тысяч человек, и который является административным центром столичной области. В XIX веке в области большого расцвета достигло и купечество, поэтому здесь мы изобразили интерьер городской гостиной купца конца XIX века, ближе уже к XX веку. В гостиной обязательно был овальный стол с самоваром, за которым устраивали долгие, зачастую часовые чаепития. Обязательным предметом мебели в интерьере был шкаф-буфет. В частности, этот шкаф-буфет был изготовлен в 1909 году. В буфете были стеклянные дверцы, стеклянные стенки, чтобы сквозь них просматривался фарфоровый сервиз. Именно он в то время был символом достатка проживающей в доме семьи. На стене часы с боем фирмы Генрих Мозер. На тот момент это одна из самых продвинутых часовых фирм того периода. Механический музыкальный инструмент граммофон, ажурные рамки появились и на стенах, и на мебели. Также ажурные салфетки, вязаные крючком, дополняли уюта, а на окнах традиционно висели тюлевые занавески и тяжелые шторы-портьеры. Следующим периодом истории XIX века является масштабный процесс переселения народов из России и Украины на территорию современного Казахстана. Акмолинская область не стала исключением, и в основном это были люди православные, в качестве благословления брали с собой кресты и иконы, и в то же время на казахстанской земле стали появляться православные церкви и храмы.
в том числе и храм Михаила Архангела, который до сих пор продолжает служить службы в городе Кокшетау, церковь поселка Дорофеевка, этого здания, к сожалению, сегодня уже нет, не существует, церковь города Атбасар. И здесь же в этой витрине представлена парадная одежда священнослужителя, головной убор митра, который расшивали бисером, иконами, крестами, накидка без рукавов риза, прообразом этой накидки был плащ пастыря или пастуха. Также эпитрахиль, передник, без которого ни один священнослужитель не мог совершить ни одного таинства. И здесь же можно увидеть дарохранительницу и кадила, атрибуты православной церкви. На исторических фотографиях можно увидеть переселенцев в пути, как это было, быт и жилище переселенцев, документы, которые они получали, приехав на необжитые земли, и некоторые предметы быта. Это трехчастный самовар и топор для рубки мяса. Внешний вид женщин-переселенцев был следующим. На ногах носили в основном плетеную обувь, в том числе и лапти. Также в XIX веке большого расцвета достигли ярмарки. И самой крупной в нашем регионе была ярмарка Атбасарская. Сюда привозили товары не только из разных уголков Казахстана, но и из Китая и из России. В частности, из России привозили коллекции самоваров и целые коллекции утюгов. Могли быть утюги с раструбом, угольные утюги, куда засыпали горячие угли. Но важно понимать было, что нельзя было засыпать каменный уголь, полезно ископаемый. Засыпали только уголь древесный. Также появились утюги чугунные, которые нагревали на плите. И здесь же можно увидеть фотокамеру конца XIX века. Далее приглашаю вас пройти в следующий зал истории 20